Anlatacağım.
По сравнению с другими играми ДГН, да, в этом году был большой вопрос, потому что претендентов много. Любомир сохранит ли свое лидерство? Алексей Кутуков нынче вот только в конце мая-июня месяца как-то уже выиграл турнир Ивана Белилевского, занял второе место, чуть-чуть проиграл в Чурапче, поэтому был вопрос, тоже нынче там, не один, не два лидера, а несколько лидеров, и поэтому мне как участвую в других видах, в этом году вопрос лидерства, и потому очень интересно. И вторая интрига. Обычно первый вид 3 на 3. Иногда вот Николай Дьяконов, Иван Белилевский иногда. Вот Николай Дьяконов, когда проиграл, он именно 3 на 3 очень выступил не так, как хотелось бы, да? И в этом году лидеры Любомир и Александр Аринкин заняли те места, которые не занимали в прошлом году. Хуже выступили в первом виде. А Алексей Кутуков, Капсагай, два такие активных захвата, мы думали, он выиграл и 2 раза проиграл. Как бы это тоже общий итог повлияло. Александр Аринкин, я думаю, вот последний вид Любомира Николая, видимо, жребий очень удался не потому, что он вытянул такой номер, а потому что все 12 участников вытянули, оставили именно 13 номер. И вот как бывший победитель игры ДГН, именно так по воле судьбы, и так завершил первый день игр ДГН. И это показывает, как люди подготовлены, как лидеры подготовлены. Я думаю, завтра стрельба из лука, масс-рестлинг и бег, и последний век вертушка. Это, я думаю, завтра интрига еще, потому что я не знаю, кто как выступит.
Мы все ждем победы, вторую победу Любомира Николаева. Он еще раз доказал всем народу Саха, что он сейчас на данный момент самый сильный, самый разносторонне развитый спортсмен нашей республики. И пожелаем ему еще дальнейших успехов, чтобы он каждый год порадовал своих болельщиков. И чтобы к нему подтянулись молодые ребята, брали пример, как надо тренироваться, как надо идти вперед. Вот. Желаем всем удачи, ребятам. Все.
Ну, игры Дыгына в этом году проходили очень тоже насыщенно. Принимали участие 13 участников. По итогам первого дня остались финалисты 12 человек. Но, к сожалению, получил травму один из претендентов Алексей Кутуков. Поэтому на второй день в финальных состязаниях участвовали 11 участников. Ну, по итогам соревнований по 7 видам якутского многоборья первое место занял Петр Старостин. Это тоже имя многоборья не новое. Он победитель многоборья Манчары прошлого года. Поэтому это было тоже, как в прогнозах тоже его имя было. Но люди ждали, чтобы победить Любомир Николаев, прошлогодний победитель. И очень ждали от Алексея Кутукова, который выиграл приз Белолюбского в мае месяце. Поэтому прошли очень насыщенные и интригующие состязания. И в итоге первое место Петр Старостин, второе место Любомир Николаев и третье место Александр Рынкин. На первый день на камень я устал сильно. На второй день что-то не хватило. Вера в себя всегда была. Чуть-чуть не хватило. В следующем году все исправим. Соперники все очень сильные. Так, мне тоже по притягиванию палки повезло, тоже на жеребьевкой. Первый круг отдыхал, на втором мастерами попался, но проиграл, к сожалению. А так все очень высший уровень, все нормально. Как все, надеялся на победу. Основная цель была на тройку попасть. Игры Дыгына в этом году прошли в очень напряженной борьбе. Буквально до последнего круга не было понятно, кто же у нас станет победителем. Но в упорной схватке Петр Старостин стал победителем игр Дыгына. И вот сейчас болельщики, зрители его горячо приветствуют. Но я уверен, что вот такая интрига, такая борьба, которая была в этом году у нас, она украшает игры Дыгына. Нет четкого сразу фаворита, поэтому для болельщиков это, конечно, гораздо интереснее, гораздо лучше. И я уверен, что в дальнейшем наши игры Дыгына, самые такие известные, наверное, по республике из таких видов, они будут и дальше служить украшением нашего замечательного цеха Туймада. Тот же изменение распорядка вида спорта, оно тоже вносит свою определенную интригу. Поэтому зрителям, по-моему, понравилось, да и сами спортсмены тоже, в принципе, выражают удовлетворение тем, что порядок этих проведения спортивных состязаний, он у нас в этом году изменился.